Всем привет! Мы не раз в своей программе говорили о футболе, так как каждый маленький мальчик и даже я в детстве не раз пинала мяч у себя во дворе. И сегодня мы пришли в то место, где из этих маленьких мальчиков делают настоящих профессионалов и звезд футбола. И это место – Академия футбола Федерации футбола Таджикистана. Сегодня мы решили побеседовать за чашкой кофе с директором Академии Федерации футбола Таджикистана Фатулой Джалиловым. Добрый вечер, Аки Фатуло. Добрый вечер. Спасибо за то, что пригласили нас вот в такое замечательное место. Спасибо вам за гостеприимство. Мархамат. Ну что, скажите, откуда берет свое начало Академия? Академия, будем говорить, начался строить в 2012 году. Благодаря нынешнего президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали. Естественно, то, что сейчас Академия находится, это бывшая база Памира Душанбе. Можно сказать, по наследству от футбола остался. Поэтому молодые ребята собрались, что здесь делать Академия для талантов Таджикистана. Аки Фатуло, расскажите нам вот про распорядок ваших воспитанников здесь в Академии. Чем они занимаются? Со скольки? Какой у них режим? У нас в Академии 3 возраста сейчас в данное время. 2003, 2004. Ну, мы сейчас в данное время набираем 2006. У нас идет сбор, селекция идет. Наши специалисты ездят по регионам, ищут варианты каких игроков. И мы приглашаем на сборы. Вот. А сейчас учебный год начался. У нас в 7 часов подъем. После этого идет завтрак. После завтрака идут они в школу. Вот школа здесь рядом. А чем вот они в школе занимаются? Они, получается, помимо футбола, они еще чем-то Они должны занимаются, получать образование. Так. Футболист без образования это нет. Футболист должен быть образованным, всесторонним, и мышление, и во всех отношениях он должен быть футболистом. Так, вот поэтому то, что учебная программа требует, они все эти предметы проходят. То есть вся учебная программа, которая согласована там с министерством? Министерством народного образования, да? У нас имеется лицензия, у нас имеется все, и мы обучаем их. После школы они идут по распорядку, идут обедать, после обеда у них 2 часа так, типа отдыха, самоподготовка, а потом идут по расписанию на тренировку. Таджикская земля – это талант для футболистов, для футбола, поэтому у нас очень много талантливых ребят. Всех лучших мы приглашаем к себе в Академию. Расскажите нам о том, как вы воспитываете своих подопечных. Ну, естественно, воспитываем такого, это самое главное, быть хорошим человеком. Футболист, да, это очень хорошо быть футболистом. Ну, естественно, жизнь продолжается. После того, что он закончит футбольную свою карьеру, он должен остаться хорошим человеком, чтобы в обществе дальнейшее нашел как же конкуренция, Аки Фатуло? Как конкуренция? Как в нынешнее время очень много ведь талантливых спортсменов, очень много вот талантливых футболистов. Именно все в конкуренции. Самые лучшие будут выживать. Так. Самые лучшие будут А как выживать. же оставаться хорошим человеком? Тебе нужно рвать и метать, грубо говоря? Ну, это все должно быть чисто спортивно. То есть на личности никак не переходить? На личности, за поле, за футболом он должен быть хорошим человеком, примерным. Ну, к сожалению, это бывает, но футболисты быстро между собой общий язык находят и тут же поправляют и дальше будут играть в одну команду. То есть... Да, это естественно процесс. Происходит. Да, тренировочный процесс, бывают такие моменты, которые чуть-чуть могут между собой это. А команда есть команда. Команда, если не будет одним кулаком, то значит не победить. По каким критериям вы отбираете воспитанников сюда? У нас идет, естественно, в первую очередь, я думаю, каждый тренер, конечно, думает по-своему. Я думаю, должно быть мышление, футбольное мышление.
мышление. Когда футболист умный, когда он может за какие-то быстрые моменты решать все это самое. То есть футболисту бывает одновременно 5 предложений. Так. И он должен из 5 предложений сами лучше выбирать и тут же вот такой пас отдать. Это уже его мышление. Вот 5 футболистов одновременно ему сделать предложение. Кому он должен на поле? пас отдать? Да. Чтобы следующим ходом решился момент или там получил то, что он хотел. Вот. Естественно, там идет другие критерии: физическая подготовка, скоростно-силовая, все это самое. Вот, смотрите, а важно, чтобы, допустим, кандидат, который сюда поступает, да, к вам в академию, имел какой-то бэкграунд сзади, то есть он в какой-то секции занимался, да, или был уже подготовленным хоть как-то? Или вам не важно это, и можно взять только за физические какие-то данные, там он может быстро бегать, там, или во дворе он научился где-то? Ну, наши специалисты всегда это смотрят. Специалист быстро видит, что он футболист, или там легкий атлетик, или борец, или это все быстро видит. Или любитель, да? Да. Многие приезжают, конечно, на просмотр, мы никому не отказываемся, всегда наши двери открыты для тех, которые хотят футболистом стать. Ну, естественно, здесь идет сильный отбор, потому что здесь идет огромные расходы. Вот. Мы тратим на этих футболистов много денег. То есть и обучение, и школа, и питание, и вот бытовые расходы. Это все деньги стоит. Естественно, мы хотим в конечном итоге, что наши воспитанники защищали честь нашей республики, там, подняли флаг Таджикистана на международном уровне. А что по окончанию аквапло? Что происходит? Сколько они обучаются здесь? К сожалению, статистика доказывает, что не все те, которые занимаются футболом, они становятся в будущем хорошим футболистом. Если 3-4 наших выпускников попадает в хороших командах или за сборную Таджикистана, мы считаем, что это очень хорошее достижение. Вот вы сказали, что с 2012 года, да, начала функционировать академия. Каких успехов вы добились? Раньше эта академия была футбольного клуба «Истеклола». Да. Так как вы знаете, что сами у нас такая команда в республике, это «Истеклол», который принимает участие в международных играх, Кубок Африки, Лига чемпионов Азии. Поэтому о достижении «Истеклола» вы все знаете. Конечно. Я думаю, что это очень академия помогла, многие наши выпускники сейчас играют там. Сколько стоит обучение в академии? У нас обучение бесплатно, все за счет Федерации футбола Таджикистана. Никогда не верьте таким слухам, что здесь какие-то должны оплатить что-то этот самый. То есть вы сейчас хотите сказать, что подросток, ребенок, да, который где-то в каком-то кишлаке имеет хорошие данные спортивные, он может приехать сюда, вы его отберете, там какой-то отбор, да, вы его отберете, и он может здесь бесплатно учиться. Совершенно правильно. И выбиться в люди. Да, совершенно правильно. Нам нужны футболисты, хорошие футболисты. Естественно, если он талант, он здесь будет учиться и жить, и ездить по соревнованиям, и будет защищать честь нашей республики. Сколько людей вы принимаете за один набор? Вообще команда состоит из 23 человек. Наш, будем говорить, набор или отбор идет круглогодично. Бывает, что футболист вначале мы принимали, он был хорошим таким талантом, а проходит чуть-чуть время, месяц, 2-3, у него футбольного роста нету. Такое тоже бывает? Да, бывает, что человек показал себя хорошим методом, а прошел какое-то время, он не растет, как имею в виду по футбольному. А где-то там в регионе появился какой-то звездочка. Естественно, мы его приглашаем, и создаем хорошие условия, и он будет оставаться в академии. То есть, а с теми вы прощаетесь? Да, были такие моменты. Если действительно у него не пошел дальше футбольный рост, что мы будем его держать? Естественно, логично. Да, не будем держать, естественно, это отпускаем. У меня следующий вопрос, который, знаете, волнует многих, касаемо именно вас.
Скажите мне, пожалуйста, в чем феномен семьи Джалилов? Почему, я не побоюсь даже сказать этого слова, каждый Джалилов играет в футбол? Ну да, естественно, вы правильно этого отметили. В чем эта генетическая предрасположенность? Дело в том, что мы все, где родились, там вот эта база футбольного команда Памира. Так. Естественно, когда мы видели этих футболистов-профессионалов с детства, у нас появилось желание, и все, футбольный мир у нас в сердцах остался. Тоже хотел стать профессиональным футболистом. К сожалению, это у меня не получилось, так как я родился в Кишлаке, вырос. У нас не было... При вас не было академии? При нас не было академии, не было профессионального тренера здесь, или ДСШ какой-то, чтобы мы ходили и занимались. У меня не получился профессионального футболиста. Но, несмотря на это, я поступил в физкультурный институт, закончил по специальности футбол, физкультурный институт. Но то, что у нас не получился, мы все отдали своим детям. Так. Так что, когда дети у нас, ну, будем говорить, родились и стали такого возраста, мы для начала, будем говорить, здесь дали азбука футбола им. Ну, мы с разного возраста дали сначала азбука футбола здесь, в Таджикистане. Где-то год они занимались в командах. Здесь команда Алмаси была у нас. У нас первый их тренер это Сергей Борисович Ли. Так. Вот. Ну, через год, когда Сергей Борисович сказал, ребята готовы, мы, естественно, их отправили за границу в хороших командах, в хороших футбольных условиях. Они там закончили, например, Искандар закончил школу ЦСКА Москва, Алишер закончил школу, Локомотив Москва, Манучер тоже Локомотив Москва закончил. Вы их не принуждали к футболу? Никогда, то есть они сами захотели? Никогда. Вы видите, какое условие у нас, и футбольное поле, и все, целыми днями дети. Вот вы, даже не наши дети, смотрите за вот это на поле, сколько детей из разных кишлаков приезжают сюда в футбол играть. Да. Здесь никогда ворота для футбола не закрываются. Мы им дадим жилетки, мячи, все то, что для футбола нужно, мы условия создадим очень хорошие. То есть по всей округе по к вам округе. приходят, даже вот, поверьте, собираются? иногда Федерация футбола Таджикистана по 50, по 100 мячей приносит сюда, раздают детям. Без блага, без ничего. Жилетки мы дадим, фишку дадим. Они играют. Таджикистан это вообще земля футбольная, а тем более Алмаси. Хочу сказать, что пусть наши футболисты становятся хорошими футболистами, кто бы они ни были. Пусть играют за Реал, за Барселону, за Баварию, где бы они ни играли. Но они играть должны только за сборную Таджикистана. У нас даже в плане, в программе есть, что мы в дальнейшем вот этого хотим делать. Может быть, попозже я расскажу. У нас в перспективе есть такой проект. Давайте про перспективы. Ну, например, вот так, как я сказал, с группы не все становятся футболистами. Вы согласны? Согласна, конечно. И я сказал, что даже мы приглашаем футболистов, для начала год, через год-два у них футбольного роста нету. Вот я думаю, что по нашей программе должны мы футболистов вот этих талантов собирать в академии, дать им азбука футбола год-два. И увидев, среди них кто-то появляется, какая-то звездочка, так. Тут же их надо отправлять за границу, где там футбол более развитый. Так. Найти спонсора, найти любых выходов, чтобы этих ребят отправить за границу. Так. Пусть будет это в Европе, пусть будет это, ну, будем говорить, в других странах, которые у них более развитие футбола. Пусть они в дальнейшем будут расти. Но то, что они таджики из Таджикистана, это очень прекрасно. И где бы они ни играли, там, будем говорить, за клубами, когда они становятся зрелым футболистом, они должны играть за сборную Таджикистана. Вот это за родину, за это. Я даже, вот честно сказать, наши ребята, вот Джалиловы, они могли остаться в клубах России. Но так как они заиграли за сборную Таджикистана, у них есть в России такой лимит на легионеров. Да. Если он играл, хотя будем говорить, что они хорошие футболисты играли в России, но так как они играли за сборную Таджикистана, они считаются для России легионерами. А туда легионерами попасть в Россию очень трудно.
Да. Там есть португальские футболисты, бразильские, там в других странах более такие футболисты. Естественно, отбор у них сильный. Жесткий. Естественно, каждая команда хочет выиграть и хочет хорошего футболиста. Мгм. Поэтому они играют тоже, я думаю, что приехали за Истиклол играют. Это прекрасно, это Истиклол, это Лидер. лидер нашей страны, это авторитет нашей на международной арене. Почему бы не играть за Истиклол? Что, по-вашему, не хватает для того, чтобы воспитывать здесь, у нас, на родине, в Таджикистане, чтобы мы даже не отправляли наших футболистов туда, за границей? Какой базы у нас нет? Ну, по сравнению лет 10 назад у нас база постепенно создается, хорошая база. Вы видите, сколько в городе Да. футбольных полей, и в регионах сколько делают, и есть этот самый. Ну, к сожалению, еще наши, будем говорить, футбольные, это не достиг тот уровень, который за границей. Мгм. Поэтому я думаю, что за границей еще есть лучшие, хорошие условия. Потом часто у них более турниры на высоком уровне проходят. Так, Спортсмен будет развиваться, когда будет чувствовать соперника. Если он соперника не почувствует, то значит он будет сварить в собственном соку, никогда не будет дальше развиваться. совершенно Поэтому- верно. Но с какими трудностями на сегодняшний день вы сталкиваетесь, я имею в виду академию? К сожалению, сейчас не хватает международных соревнований. Так. Наши академии выиграют здесь у всех команд. Они идут на чемпионаты на первом месте. Здесь они и лидеры. Да, а вот международных там много таких лидеров. Мгм. Вот если будет почаще международных соревнований, к сожалению, вот с этим болезнью, Да. и у нас вот уже целый год многие ребята, многие команды у нас не выезжают на международных соревнованиях, которые должны дальше развиваться. А что касается тренерского состава? Что Тренер- касается обучения? Тренер допустим? должен всегда развиваться, Мгм. всегда должен идти вперед. К сожалению, у нас вот именно, я не хочу кому-то что-то сказать, у нас в республике еще, будем говорить, детских тренеров мало. Мгм. Вот, не хватает вот детских профессиональных тренеров, которые с первых дней дал им вот детского азбука футбола. И потом детский тренер это специфически, им должен иметь характер детей, знать их, видеть, все это, поэтому нехватка, к сожалению, есть, но мало. Чем занимается Фатулло Джалилов вне академии? Какие увлечения? Что он делает? Ну, во-первых, так как вы знаете, что есть хорошие у меня, будем говорить, друзья, есть такой момент, что я до сих пор играю в футбол. Так, В неделе 3 раза мы играем строго, в 3 раза по расписанию. По играем. расписанию. Да, играем в футбол. Кроме этого, у меня есть хорошая, прекрасная семья, дети, уже внуки. мгм. Так что проводим с ними время. Есть чем, вот видите, наш сад, наш этот. Фатулло, расскажите про это место. Здесь столько виноградников. Что это за место? Это, так, будем говорить, такое место, это моя душа. Так. Приезжая сюда, я себя чувствую по-другому. Я недалеко отсюда родился, поэтому для меня знакомый садоводство, вот, особенно виноградники, которые вы видите, это в 90-х годах мы посадили своими руками. Поэтому я всегда с поднятой головой, с гордостью могу сказать, что здесь хорошо. Здесь хорошо. Да. Ну, бывает тоже свободное время, когда человек что-то должен заниматься. Ну, на Востоке же у нас говорят, человек должен посадить дерево. Да. Естественно, это один из параметров, которые мы должны делать. Все то, что вы видите, слева у нас как ботанический сад идет. Видите, там и береза, и липа, и там Да. черемуха. А вот справа фруктовый сад, яблоки там, персики, анжир, все имеется Кемпинг здесь. здесь, да, какой? Да, Палатки? да, палатки. Ну, если у нас бывает часто гости, они хотят в палатке посидеть там, пообщаться, на природе. Некоторым предлагаешь хороший номер, хороший апартамент, они говорят, нет, лучше на природе.
Хотим на звезды посмотреть, потому что здесь чисто. Ну, у нас в стране с Да. этим все хорошо. Да, У нас это природа есть, да. просто великолепнейшая. Природа нам подарила хорошую жизнь. Мы убедились в том, что вы прекрасный еще и садовод. Помимо футбола, вы еще в садоводстве разбираетесь хорошо. Да, да. Ну, это надо чуть-чуть, будем говорить, над собой работать. Я думаю, что у всех получается. Просто надо быть внимательным, надо почувствовать этого, надо разговаривать с цветами или с деревами, или вот все то, что вокруг есть. Все будет прекрасно. Знаете, еще один момент. Я не знаю, насколько это правда, но нам очень хвалили ваш плов, что вы отменно делаете плов. В чем теперь феномен вашего плова? Как вы его так делаете, что он до такой степени знаменитый? Но на самом деле у нас имеется хороший плов. Я не хочу сказать что-то, кто вот наш плов попробует. Естественно, говорит, очень вкусный, хороший плов. Я вас приглашаю в пятницу на плов. Обязательно мы Так что придем. Он приезжайте. очень знаменитый. Да, Нам да. уже обещали плов. В пятницу, давайте. Все И напоследок я бы вас хотела спросить, знаете о чем? О том, что это, наверное, классический вопрос тем, кто раньше был болельщиком или так или иначе соприкасался с футболом. Чем отличается прежний футбол от нынешнего? Ну, насколько вы видите, технология развивается во всех сферах. Вы согласны? Так, согласна. Раньше, чтобы куда-то позвонить, мы должны были в междугородный телефон заходить. В АТС. В АТС, чтобы Да. там заказать номер, заказать. А сейчас сидишь на месте, набираешь кнопку, разговариваешь с Америкой. Также футбол развивается, на месте не стоит. Иногда, если вы смотрите футбол вот с 60-х, 70-х годов, кажется чуть-чуть медленный, кажется что-то это. Естественно, технология развивается, футбол тоже вперед идет. И я думаю, что каждые 10 лет футбол как-то по-другому развивается. Какой-то новый тактика, новые видения, новый это выходит. Поэтому футбол тоже на место не стоит, идет вперед. Вы, насколько видите, полный стадион, и все болеют за стекло, все видят этот самый. Кроме футбола, вот, будем говорить, раньше, если взять, только был команда Памир, только был вот футбол этот. А, к сожалению, сейчас только у молодежи развлечения, другие выборы, другие будем этот. Один играть в телефоне, чего стоит, целыми днями они на этот. То есть вы сейчас хотите сказать, что дело, наверное, в том, что время просто поменялось? Что сейчас много выбора у молодежи, разные развлечения? Это тоже есть. Много выбора, много это. То, что касается футбола, всегда имел болельщиков, имеет и будут иметь. Акифатулло, спасибо вам большое. Приезжайте, будем очень рады. Мы благодарим вас за вашу искреннюю беседу. Спасибо вам еще раз. Все-таки про плов не забудьте. Обязательно. Дорогие друзья, мы на этом завершаем свой очередной выпуск. Оставайтесь с нами и пейте кофе.